Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие тельцы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 8 по 14 августа для вас. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Итак, дорогие тельцы, смотрим, какими же будут события с 8 по 14 августа. Тельцы. Также подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, в общем, все, бла-бла-бла. В общем, оставляйте комментарии. И всем спасибо, конечно же, за добрые слова, за подписку. И ставьте лайки для обмена энергиями. Итак, дорогие тельцы, неделька с 8 по 14 августа события для вас. Смотрите вместе со мной. Если я что-то пропускаю, вы мне, конечно же, пишите. Так, есть у нас первое совпадение. Это змея у нас туда, то есть это какие-то сплетни, козни за спиной у вас. Человек, когда вам улыбается в лицо, а за спиной может делать различного рода гадости, либо, знаете, уколоть словом. Это может быть еще начальница, либо какая-то родственница ваша. Так. Так. Учитесь вместе со мной, конечно, смотрите, запоминайте. Так. Смотрите, может быть посещение казенного дома. Может обращение может вы работаете на государственной работе, и вот это может быть начальница, либо это человек, который в любом случае какие-то вот козни строит. Так, дальше 5. Так, это может касаться какого-то договора или какого-то объединения, но это может косвенно касаться. Пока что здесь нет никакого объединения. Дальше. Есть конфликт, притом серьезный конфликт. Может быть конфликт, кстати, с вот этим человеком. С человеком, который, это не только женщина может быть, но обычно женщина олицетворяет змею. Но это может быть и еще просто плохой человек, да, редиска такая себе. Так, дальше что у нас тут получается? Так. Есть у нас, будете в каком-то ожидании, в ожидании чего-то. Ожидание, смотрите, есть еще здесь косвенно болезнь. Это может касаться либо вот голова разболится, либо сильно будете переживать, это может давать по какому-то, по вашему здоровью, вот в ожидании чего-то, либо в ожидании какого-то, что-то касаемо здоровья. То есть это может быть еще посещение какого-то медицинского учреждения. Казенный дом, это может быть любой казенный дом. То есть это садики, школы, университеты, поликлиники, больницы. То есть вот такая ситуация может быть. Есть еще по мечам, может быть какое-то оперативное вмешательство еще, поэтому может быть. Так, ну есть еще в ожидании, и у нас так косвенно болезнь выпадает. Так.
бокал у нас выпадает. Есть еще какое-то застолье, что-то праздновать, чему-то радоваться. Может, вас кто-то угостит, даже чашкой кофе, куда-то пригласит на чашку кофе. Вот какая-то ситуация может быть такая вот. Куда-то вас пригласят с застольем, вместе с застольем тут получается. Дальше что у нас тут получается? Бабочка совпала у нас. Это по поводу работы бизнеса. Что-то будет у вас по поводу работы бизнеса. Будет касаться еще. Может быть, какая-то будет, кстати, встреча, приглашение на какую-то встречу касаемо каких-то деловых отношений, работы или бизнеса. И это может еще также касаться косвенно ваших детей. Потому что у нас перевернуть я не могу все, что касается ребенка. Поэтому, но оно здесь выпало рядом. Поэтому что-то может касаться ребенка, детей. Итак, давайте-ка будем еще смотреть горизонтали и вертикали. Так, вертикали давайте-ка посмотрим. Так, тут нет. Тут тоже. Тут тоже, тут тоже. И здесь тоже. Давайте еще горизонтали посмотрим. Так. Машина нету. Так, подытожим. Смотрите, начинается у нас с посещения казенного дома. Опять-таки повторюсь, это могут быть любые казенные дома, вплоть до ЖЭК, садик, там, поликлиники, все, что касается медицины, больницы, врачи, школы, университеты, в общем, любое государственное учреждение. Есть ситуация там конфликта. Вполне возможно конфликт, либо есть ситуация, когда вам какой-то человек что-то плохое сказал, и у вас на этой почве может начаться какой-то конфликт. Либо какой-то человек ставит какие-то палки в колеса, да, вот какие-то на такого человека рассчитывать нельзя, потому что он обязательно либо обманет, либо какие-то вот сплетни, если это касаемо работы, это могут быть сплетни какие-то за спиной. Так, может, вы узнаете о чем-то таком, что вот строит этот человек. Либо есть какая-то ситуация, вот когда посещение казенного дома, и вы можете поконфликтовать с каким-то человеком. Это может быть женщина, это может быть не любая вообще женщина. В принципе, вы можете поконфликтовать не только вот непосредственно в казенном доме, но вы можете поконфликтовать с любой женщиной. Это может быть и мама, и сестра, и какие-то родственники, подруги, родственники. То есть вот такая вот ситуация. Либо вот такие вот вы узнаете о каких-то сплетнях, которые этот человек распускает, допустим. И на этой почве тоже может быть конфликт. Также вы будете в ожидании. Так, посещение казенного дома, какое-то может быть тут ситуация какого-то объединения, какого-то предложения. Вот, какого-то предложения. Вы будете в ожидании, и вы получите какое-то приглашение куда-то. Какое-то будет приглашение, потому что выпала у нас тут ситуация, когда приглашение вот может быть в кафе, может быть это какая-то деловая встреча, потому что у нас тут деловые отношения выпали, какая-то деловая встреча, что-то касаемо вполне возможно
или бизнеса, или работы, или просто какого-то предложения вам. Здесь еще может что-то касаться здоровья, потому что у нас здоровье тоже косвенно выпало. Вот. Ну, вот такая ситуация. И вы будете в ожидании, да, вот тут что-то касаемо еще. И либо вы распереживаетесь, и может будет болеть голова, или может что-то вот такое вот, может быть такое. Вот. Ну, вот такая вот ситуация для вас. Или может касаться вот вашего здоровья, и вы будете в ожидании чего-то. Есть еще пропозиция какая-то, какое-то приглашение, или кого-то, знаете, чашкой кофе кто-то угостит, допустим, и будет какое-то предложение по поводу, деловое какое-то предложение по поводу работы, бизнеса, или вообще, в общем, какое-то предложение может быть здесь. Так, ну вот такая вот ситуация для вас, тельцы. Кстати, это может касаться детей. Есть приглашение касаемо детей, еще что-то вот такое вот может быть, потому что тут детки у нас тоже выпали. Так, ну вот такая ситуация. Вас просто много, и я пытаюсь как-то вот в общем побольше вытащить информации, чтобы вы могли понять, у каждого же своя ситуация может быть, да. Так, ну вот такая вот ситуация для вас, дорогие тельцы. Всем спасибо за просмотры, за добрые слова, за лайки. Ставьте, конечно же, лайки для обмена энергиями. Всем пока-пока, до новых видео.